разрешения споров. Сегодня, 29 сентября, при участии председателя Верховного суда Кыргызской Республики Замирбека Базарбекова в Бишкеке начала работу юбилейная конференция Международного третейского суда при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики, посвященная 20-летнему опыту успешного развития в Кыргызстане в качестве института коммерческого арбитража. Деятельность при президенте Кыргызской Республики будет образована постоянно действующая экспертная рабочая группа. В приветственной речи председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков отметил важные этапы становления отечественного коммерческого арбитража и рассказал об уровне развития в настоящее время. Сегодня Третейский суд закреплен Конституцией нашей страны и действует вполне успешно на всей территории Кыргызской Республики во взаимодействии с судами общей юрисдикции по вопросам принудительного исполнения решений. Важно отметить и то, что Международный третейский суд в нашей республике как институт независимого внесудебного разрешения спора имеет большое значение для граждан и юридических лиц, поскольку целью Третейского суда является повышение доверия сторон друг к другу, разгрузка государственных судов, уменьшение материальных и временных затрат на рассмотрение споров. Ведь Третейский суд по сравнению с государственными судами обеспечивает оперативное разрешение экономических споров посредством независимых профессиональных арбитров, а его решение выступает в силу, вы, как прекрасно знаете, немедленно после вынесения и не подлежит обжалованию. В мероприятии принимают участие представители Конституционного суда Кыргызской Республики, Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, проекта Европейского союза «Верховенство права в Кыргызской Республике. Вторая фаза» и третейских судов ближнего зарубежья, Японии, Европы, США. Самое внимательное изучение того. Ожидаются выступления ряда докладчиков на актуальные темы, связанные с развитием третейских судов мира, а также обсуждения на панельных сессиях. Участники в целом затронут такие глобальные вопросы современности, как электронное судопроизводство и искусственный интеллект, а также развитие арбитража в эпоху пандемии, смешанные формы разрешения споров, новые тенденции в арбитраже в Центральной Азии и другие.